Махмуд Эсэмбаев – человек мира, легенда 20 века. Его образ человека в папахе прочно связан с талантом и творческой активностью. Искусством Махмуда Эсэмбаева восхищался весь мир. О танцовщике Эсэмбаеве великая балерина Галина Уланова сказала однажды: «Такие люди, как Махмуд Эсэмбаев, встречаются раз, даже не знаю во сколько лет. Он по существу так пластичен, так музыкален и так выразителен, что все, что он исполняет, никто другой не смог бы». В 1924 году, 15 июля, в чеченском селе Старый Атаги в семье Али Султана и Бекату Эсэмбаевых родился мальчик, которому суждено было прославить не только свое село и свою семью, не только чеченский народ, но и великую страну СССР. Рос мальчик, как и все чеченские дети, в спартанских условиях. Из предгорного чеченского селения Старый Атаги родом многие выдающиеся чеченские писатели, драматурги, музыканты, композиторы. Одаренный от природы необыкновенной выразительной пластикой тела, высоким ростом, совершенным музыкальным слухом, феноменальной памятью, Махмуд танцевал с тех пор, как помнит себя. С 7 лет он с отцом бывал на свадьбах, где плясал под одобрительный смех и восклицания старших. Чеченец, выросший в Киргизии после депортации семьи в 40-х. Он имел за плечами лишь 6 классов средней школы, но родился танцовщиком по склонности и таланту и стал артистом наперекор воле отца. Солист эстрадной сцены, имевший в 50-70-х годах огромную популярность. Он начинал в оперном театре города Фрунзе, куда его приняли, оценив возможности самородка после 2-летнего профессионального образования. Для танцовщика срок мал до невозможности. Экспрессия его жеста и орлиная внешность пригодились для злого гения, Гирея, Тараса и феи Карабас, отрицательной героини «Спящей красавицы». В 15 лет уже танцевал в Чечено-Ингушском государственном ансамбле песни и танца, в 19 – в Пятигорской оперетте. То были годы войны, и Эсэмбаев танцевал и во фронтовой концертной бригаде на передовой, и на строительстве оборонительных сооружений, и в военных госпиталях. А в 20 лет он стал солистом Киргизского театра оперы и балета. А это значило, что молодой Эсэмбаев был уникальным в смысле разноплановости исполнителем, овладел и характерными, и народными танцами, и основами профессионального балета. На сцене Киргизского театра оперы и балета Эсэмбаев исполнял главные партии в классических и современных балетах: «Лебединое озеро», «Бахчисарайский фонтан», «Спящая красавица». Он также стоял у истоков киргизской хореографии, станцевал главные роли в первых национальных балетных спектаклях. Но в 50-е годы Эсэмбаев решил оставить академическую сцену и обратиться к народному танцевальному творчеству. Как раз в то время была восстановлена Чечено-Ингушская АССР. Эсэмбаев стал солистом филармонии своей республики и начал создавать танцы-новеллы, посвященные культуре разных народов. Среди его первых работ были индийский ритуальный танец «Золотой бог», испанский танец «Ля коррида», таджикский танец с ножами. В 1959 году Эсэмбаев выступал со своей программой в Москве. Затем в составе труппы «Звезды советского балета» объехал с гастролями Францию, Южную Америку. Рядом с всемирно известными балеринами он имел триумфальный успех. И где бы ни проходили гастроли, Эсэмбаев, подобно увлеченному коллекционеру, собирал танцы разных народов. Он их молниеносно разучивал и исполнял в той же стране, которая ему их подарила. После зарубежных гастролей Эсэмбаев создал свой коллектив. С программой «Танцы народов мира» он покорил не только Россию, но и весь мир. Журнал «Театр» писал: «Танцы Эсэмбаева – это театр переживания, а не представления. На афише пишут «Танцы народов мира», а надо бы «Народы мира в танце». Непременно посмотрите Эсэмбаева. Каждое выступление Махмуда Эсэмбаева на эстраде, каждая его миниатюра – это, я бы сказал, маленький законченный балет», отмечал Юрий Григорович, известный балетмейстер. Блистательный исполнитель ряда ведущих балетных партий, танцевальных сцен, оперных спектаклей Киргизского театра оперы и балета, Ленинградского академического малого театра оперы и балета имени Кирова, Большого театра СССР, конечно же, привлек внимание и кинорежиссеров. Дебют Махмуда Эсэмбаева в кино в 1961 году состоялся не только как актера, но и как сценариста. Он написал сценарий к телеспектаклю, фильму-балету «В мире танца», а вскоре последовала и главная роль Ишкоева в киноленте «Я буду танцевать». В экранизации балета Петра Чайковского в фильме-балете «Лебединое озеро» в постановке режиссеров Аполлинария Дудко и Константина Сергеева мастер исполнил одну из главных партий. Режиссеры Альберт Макартычан и Леонид Попов пригласили Махмуда Эсэмбаева на одну из главных ролей в приключенческо-романтическую драму «Земля Санникова» по сценарию Марка Захарова. В картине Махмуд Эсэмбаев изображал черного шамана.
Профессиональной победой в кино маэстро танцев стала и роль придворного музыканта, несравненнейшего Эгина Штуш, у режиссера Геннадия Васильева в музыкальном фильме «Сказки» о волшебном городе веселых тружеников «Пока бьют часы». Да и неугомонный огонь в сказке-комедии Юрия Победоносцева «Честное волшебное» был в исполнении Эсэмбаева весьма убедителен. Велик был масштаб личности маэстро танца. Эсэмбаева любили, его обожали за талант. Режиссеров покоряла внутренняя мощь актера. Елизавета Кимягарова пригласила танцовщика на роль казначея в «Приключениях маленького Мука» по мотивам произведения Гауфа. Но и в этой, немного необычной для него роли, Эсэмбаев был превосходен. Киногероям Эсэмбаева свойственна особая эсэмбаевская стать. И этого просто нельзя было не заметить. Вот режиссер Георгий Базаров и утвердил актера на роль строгого учителя в политической драме «Репортаж из бездны», повествующий о военном перевороте в небольшой азиатской стране в конце 70-х годов. А в 1995 году Эсэмбаев снялся и в международном кинопроекте. Кинолента «Зов предков» – совместное производство Алжира и Узбекистана. В роли великого Турана популярный танцовщик был, как всегда, неотразим. Махмуду Эсэмбаеву были присвоены самые высокие награды страны и почетные звания народного артиста СССР и всех союзных и автономных республик, героя социалистического труда. Трижды он был лауреатом международных конкурсов. Его при жизни по праву называли чародеем танца, Шаляпиным в танце, звездой балета и эстрады, великим, гениальным, легендой 20 века. Об Эсэмбаеве и с его участием снято несколько художественных и документальных кинофильмов. Имя Эсэмбаева навечно занесено на плиту в галерее звезд эстрады Российской Федерации в Москве перед Государственным концертным залом России. Эсэмбаев неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, РСФСР, СССР, президент Международного союза деятелей эстрадного искусства, академик Международной академии танца, герой светских хроник последних лет, где его неизменная папаха из отборного каракуля была столь же приметной, как и другой предмет гордости Эсэмбаева – осиная до старости талия. Но все же главное в ином. Об этом говорил в выступлении в связи с кончиной Эсэмбаева в январе 2000 года Игорь Моисеев, знаменитый балетмейстер. Представитель гордого народа Махмуд Эсэмбаев отдавал себя сближению людей. Не случайно его репертуар состоял из танцев разных народов мира. Дружба, добро, красота были целью его творчества, основой его взглядов. Наверное, не случайно и то, что в честь Махмуда Эсэмбаева назван астероид 4195, открытый в 1982 году 19 сентября. Он легко перешагивал через зримые границы на карте, через незримые в сознании. Его уникальное искусство делало невозможное, примиряло, соединяло людей вне зависимости от их крови, веры, образа жизни. Эсэмбаев подарил людям на стыке второго и третьего тысячелетия воплощение в танцах мечты человечества о мире, дружбе, братстве и интернациональном единении народов. Махмуд ушел из жизни в начале 2000 года, ему исполнилось 75 лет. По традиции его должны были похоронить в чеченском родовом селении Старый Атаги, но война не позволила соблюсти традицию. Эсэмбаева похоронили в Москве на мусульманском кладбище. Близкие говорят, что военные события в Чеченской Республике ускорили смерть этого человека. В последние годы жизни Махмуд жил с болью в душе. Как утверждают хорошо знавшие его люди, он страдал не меньше своих истерзанных земляков. Еще в 1995 году Махмуд в присутствии сильных мира сего проклял разжигателей Чеченской войны. В 2001 году на Даниловском кладбище был торжественно открыт памятник Махмуду Эсэмбаеву. Он представляет собой гранитный постамент, на котором выгравированы полумесяц и арабская молитва, и фигуру самого артиста с поднятой вверх рукой в хорошо всем знакомом, характерном для него жесте.